Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел встречу с еврокомиссаром Сикелой. В Туркменистане открылся завод керамических изделий «Бехерден». Аркадак вышел в полуфинал Лиги вызова АФК и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественном открытии предприятия керамических изделий «Бехерден» в Бехерденском этапе Ахалского вилаята. Современное производство рассчитано на выпуск 3,3 миллионов квадратных метров керамических декоративных плит и 120 тысяч единиц санфаянсовой продукции в год. Строительство нового предприятия было выполнено по заказу Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой сотрудничество в различных сферах. В ходе встречи собеседники отметили, что в настоящее время партнерство Туркменистана с ЕС успешно развивается. В последние годы политические и дипломатические отношения стали более активными. Туркменские студенты успешно выступили и заняли призовые места на 19-й международной Юго-Восточной Европейской математической олимпиаде в Албании. Студенты Туркменистана завоевали в общей сложности 26 медалей – 3 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых в личном зачете. Главный приз олимпиады достался студентке Международного университета гуманитарных наук и развития Медине Одаевой. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, направленное на развитие животноводческой отрасли страны. Согласно документу, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности получило полномочия для реализации масштабного проекта по развитию животноводческой фермы государственного предприятия «Алтын-Халка». Меджлис Туркменистана принял постановление о внесении изменений в административную территорию города Аркадак. Согласно документу, 65 гектаров земель Ашхабада переданы в административную территорию города Аркадак. Среди учениц 2-4 классов общеобразовательных школ Туркменистана проходят отборочные этапы конкурса «Самая очаровательная девочка» 2025 года, приуроченного к национальному празднику весны. Мероприятие собрало на одной площадке самых талантливых и одаренных девочек, проявивших свои способности в различных творческих направлениях. Прежде всего, это вокальное мастерство. Указом президента Российской Федерации космонавт Олег Кононенко награжден орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Высокая государственная награда присвоена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужества, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС. Олег Кононенко родился в городе Туркменабад в 1964 году, где закончил школу, а позже работал на авиатехнической базе Чаржовского объединенного авиаотряда. Удостоен звания Героя Туркменистана и золотой медали «Алтынай», награжден орденом президента за заслуги перед Туркменистаном. Футболисты Аркадага обыграли индийский Ист Бенгал в ответном матче 1/4 финала Лиги вызова АФК. Матч прошел в среду на стадионе города Аркадак и завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Благодаря этой победе Аркадак вышел в полуфинал, где встретится с кувейтским Аль-Араби. Встречи пройдут 9 и 16 апреля. По итогам жеребьевки определились все четвертьфинальные пары футбольной лиги чемпионов УЕФА сезона 2024-25. Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 8 и 9 апреля. Ответные встречи состоятся 15 и 16 апреля. Действующий победитель турнира «Реал» сразится с «Арсеналом». Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии между ПСЖ и Астон Виллой. В другой сетке турнира «Дортмундская Боруссия» сыграет с «Барселоной». Победитель этой пары в полуфинале сыграет против сильнейшего в противостоянии между «Баварией» и «Интером». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.